Аминат Хутыева с любовью рассказывает о каждом своем цветке. Заниматься выращиванием растений она начала еще в детстве. Примером для нее стала мама. Она как посадит вот черенок, у нее сразу все принималось. А у меня в детстве не принималось. Я думала, почему у меня не получается. И вот с возрастом, наверное, все пришло. Аминат Хутыева встает в 5 утра, чтобы заняться хозяйством. Она сама ухаживает за садом и огородом. Аминат признается, ей это приносит только удовольствие. Также она поделилась с нами историей, как нашла одно из своих любимых растений. Вот лет 5-6 примерно назад ездила я в Воронеж к детям. Они там у меня учились. И сидела, ждала в парке. А там прям застелено было дерном. Вот все хвойные деревья, все. И дерен такой. Я сижу такая на скамейке, думаю, как мне хочется вот сорвать себя вот и увезти. Отросток дерна Аминат все-таки сорвала и привезла домой. Но за другими заботами забыла о нем, а когда вспомнила, отросток уже почти высох. Но Аминат все же решила посадить растение, и, как оказалось, не зря. Теперь в ее саду растет красивый куст. Аминат мечтает еще больше пополнить свою коллекцию. По ее словам, выигрыш в конкурсе поможет ей и дальше развивать свое хобби. О конкурсе я буквально 2 дня только узнала, случайно. И думаю, авось повезет, вдруг копеечка появится и смогу, может, как бы еще размножить свои цветы, свои мечты исполнить. В огороде у Аминат есть и фрукты, и овощи. В саду же много хвойных растений. Аминат старается узнавать как можно больше об уходе за ними. Потихонечку в интернете все листаю, все узнаю, агрономию там. В общем, я пока с химией не дружу, поэтому нужно мне еще учиться. Конкурс на лучшее подсобное хозяйство в Ингушетии проходит уже в 5-й раз. Сначала участники присылают фотографии и видео своих хозяйств, а потом организаторы выезжают на место, чтобы лично все оценить. Прием заявок уже завершен, а итоги традиционно подведут осенью. Мария Амбата, Султан Магушков, Магаз 24.